Пост месяца Рамадан. Во имя Бога, милостливого и милосердного. Всевышний Создатель сказал: «О вы, верующие, пост предписан для вас, как он был предписан для тех, кто был прежде вас, чтобы вы могли достичь праведности». Священный Коран. Пост предназначается для меня, Бога. И я, Бог, всем воздаю должное за это. Во имя меня, Бога, человек усмиряет свои страсти и воздерживается от пищи. Священный Коран. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в изречениях говорил: пост – это защита. Тот, кто постился в месяце Рамадан с верой и удовлетворением, получит отпущение своего греха. Тот, кто с верой и удовлетворением совершал ночные молитвы в месяце Рамадан, получит отпущение своего греха. Тот, кто не перестает говорить ложь и поступать соответственно, то Бог не нуждается в его голодовке. У соблюдающего пост есть две радости. Одна при открытии поста вечером, а другая при встрече своего Создателя. Если кто-то из вас постится, то не должен сквернословить и кричать. Когда постящегося ругают или пытаются напасть на него, он должен сказать: «Я постящийся, я постящийся». Когда приходит Рамадан, открываются небесные врата и закрываются врата ада, а сатаны сковываются. Когда наступило время открытия поста, то предпочтительнее открывать пост финиками, так как это небесный дар. Если же нет фиников, то следует открывать пост водой, так как она очищает. Призывающий взывает: «О желающий добра, спеши успеть! О желающий зла, остановись! Спасет нас Бог от огня!» Ведь это происходит каждую ночь в месяце Рамадан. Не пропустите время перед рассветом Рамадан. Это время благословенно. Благословенны те люди, которые поспешают с открытием поста. Приведенные хадисы из достоверных источников. Открывая пост, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Боже, ради Тебя я постился, и Твоим пропитанием я открыл пост». Пост – это непременная обязанность для тех, кто считает себя мусульманами. В процессе поста облагораживается душа человека добротой, терпением и дисциплиной. Во время поста, хотя бы на короткое время, достигается равенство между всеми постящимися, невзирая на социальное положение и материальные возможности. Ведь, будучи голодными, верующие проникаются истинным состраданием голодным и нуждающимся. Спектр пользы поста в мирском измерении очень широк, например, как для здоровья. Священный месяц Рамадан – это благословенное время, когда мгновение лучше использовать на мольбы о прощении грехов у Всевышнего Создателя и благих дел во имя Бога. Обязанности поста. Желание поститься? Нет. Желание произносится про себя или вслух до рассвета. Желательно произнести желание о посте для следующего дня еще до начала ночи. Желанием могут быть слова следующего содержания: «Ради Аллаха намереваюсь держать пост в месяце Рамадан с рассвета до заката». С рассвета до заката не принимать внутрь пищи и жидкости. С рассвета до заката не иметь половых отношений. Во время поста в Казахстане распространена ошибка затягивания времени соблюдения поста. Это противоречит Корану и духовному наследию пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В Священном Коране сказано: «Ешьте и пейте, пока рассвет не различит для вас белую нить от черной». Из этого следует, что начинать пост следует во время раннего рассвета, когда небо из темно-синего переходит в синий цвет, а не в ночи. Открывается пост, когда солнце скрывается за горизонтом, и не следует ждать исчезновения вечерней зари заката. Не нарушает поста непреднамеренный прием пищи или питье жидкости днем по ошибке или по забывчивости, также по принуждению не нарушает поста. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-то ел и пил, забыв, что он постится, то его пост остается действительным, так как его напоил и накормил сам Бог. Бог снял грех с моей общины за непреднамеренную ошибку и забывчивость. Не нарушает поста непреднамеренная рвота и глотание собственной слюны внутри полости своего рта, ведь постоянное плевание приведет к обезвоживанию и дискомфорту. Нарушение поста. Преднамеренный прием пищи и питья. Преднамеренная рвота. Менструация. Половой акт или действия, похожие на половой акт. При вышеупомянутых нарушениях, совершенных в дневное время, пост нарушается и требуется полное возмещение этого дня после окончания месяца Рамадан.
Что касается преднамеренного полового акта в дневное время месяца Рамадан, то искуплением за нарушенный день считается непрерывный пост 60 дней или необходимо накормить 60 обездоленных. Половой акт супругов в ночное время месяца Рамадан не является нарушением. Курение для курящих от заката до раннего рассвета разрешено, но нежелательно. Днем даже вдыхание дыма от других курящих может повлечь нарушение поста. Употребление спиртного в священном месяце Рамадан следует рассматривать как особое кощунство и проявление безнравственности. Проведение свадеб в месяце Рамадан нежелательно. Категорически воспрещено устраивать прием пищи в дневное время месяца Рамадан. Все приглашения должны быть после заката. Обустраивающий дневной прием пищи рассматривается как толкающий к греху. Наоборот, приглашающие к совместному открытию поста после заката делают богоугодное дело. Не обязаны поститься ни мусульмане, ни совершеннолетние, психически нездоровые, путники, женщины во время менструации, женщины сразу после родов, люди с тяжелыми болезнями, несовместимыми с постом. Путникам по окончании пути, женщинам после менструации и выздоровевшим необходимо восполнить пропущенные дни постом после окончания месяца Рамадан до начала следующего Рамадана. В месяц Рамадан ежевечерне мужчинам желательно участвовать в молитвах таравих, ближайших мечетей или там, где их исполняют. Лучше воздержаться от сна 10 последних ночей Рамадана, так как одна из них – ночь предопределения. Нет доказательств, что это именно 27-я ночь. Рамадан начинается по лунному календарю, где месяц 29 или 30 дней. Точные даты появления нового месяца известны лишь Создателю, а календари, созданные людьми, могут быть ошибочными. Религиовед Ислам Ага. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, мне еще многое есть что сказать.